Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, подписчики, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон! Мои милые, давайте сделаем отсыпочку на такую тему. Будет ли мужчина к вам проявлять интерес, либо проявлять свое внимание? Когда это случится? Стоит ли вам ждать? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек и загадайте на мужчину. Представьте его, назовите его по имени и задайте ему такой вопрос. Мой милый дорогой, будешь ли ты проявлять ко мне интерес? Будешь ли в принципе ко мне проявляться? Когда и как ты будешь это делать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками и дадут нам знать о том, что от нас сейчас скрыто. Так, интересно. Смотрите, девочки, вы об этом человеке чего-то не знаете. У этого человека сейчас в жизни, где-то там сзади, есть большие проблемы. И эти проблемы связаны с деньгами, с материальным, с имуществом. Может быть, какой-то суд идет, может быть, какой-то штраф ему большой выписан, может быть, он с женщиной разводится, может быть, какое-то преследование идет, да, вот судебное, может быть, там полиция под него что-то там копает, да. То есть у него есть проблема большая в жизни. И этот мужчина, вот послушайте внимательно, он живет вами, дышит вами и днем, и ночью мысленно с вами, но вы ему идете как недоступно, да? Между вами и мужчиной стена. Стена его проблем, не ваших, его проблем. Понимаете? Не было бы этой стены, не было бы этих проблем, он бы как сумасшедший, да, бежал бы к вам там, с цветами, с кольцом, с предложением, любились бы 24/7. Вот так бы случилось. Но из-за этих проблем, ну, как знаете, он как порядочный человек говорит, я не имею права идти вот такой весь проблемный в ее жизнь. Я не имею права осложнять жизнь моей любимой женщины своими проблемами. Вот так вот, девочки. То есть он еще и порядочный. Вот, это самое главное, порядочный. Я, конечно, вас слышу. Я думаю, многие из вас сидят и думают, господи, ну у всех же бывают проблемы. Что ж, из-за этого от любви-то отказываться. А этот человек, он такой. Он не желает вас расстраивать, чтобы вы переживали, чтобы вы там себе что-то надумывали. Он не желает этого, потому что любит вас, потому что желает, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вас никакие проблемы не трогали, чтобы все беды обходили вас стороной. Он сейчас будет заниматься этими своими проблемами. Если вы знаете, что у этого человека есть проблемы, даже может быть кто-то прям участвует, да, помогает, вы все равно не знаете всю правду. То есть все 100% информации вам недоступны. Что вы знаете? Ну так, максимум 60%, 65% вы знаете. Еще часть, да, она просто скрыта, он вам все не рассказывает. Я вам больше скажу, человек может прибухивать, причем конкретно, уходить, да, в нирвану, в запой может даже уходить, особенно если человек с вами на расстоянии. У человека еще, помимо всего прочего, могут быть проблемы со здоровьем. Это могут быть проблемы как и психологического характера, да, всякие там депрессии, панические атаки, там, не дай бог, да, всякое такое. И также у него могут быть и физические, да, недомогания, там, особенно вот, ну, не знаю, как сердце, кровь, да, вот что вот там циркулирует у него, да, по телу, сердце, кровь, вот почему-то так, я не могу точнее сказать.
К сожалению, я и не медик, и вообще, в принципе, диагнозы на гаданиях ставить нельзя. Но у него могут быть проблемы, причем проблемы очень-очень серьезные. Здесь у человека прям, знаете, как за бубенцы его жизнь взяла, так и прям трясет, знаете, так прям трясет конкретно. Он там бедненький уже чуть ли не пищит от боли. Вот что происходит. И в жизни катастрофа. И с любимой женщиной я не могу быть, потому что вот они, все эти проблемы на меня просто в один момент рухнули. Кто в этом виноват? Он сам в этом виноват. Винить тут некого, да и он сам никого не винит, потому что знает, что это все его, что разгребать все равно ему, и никуда от этого не уйти. Он будет этим заниматься. О чем он переживает? О том, что вам он не может полностью открыться, с вами он не может быть так, как бы он хотел. Он хотел бы вас жены, он хотел бы с вами общий дом, общую постель, общий быт, одну жизнь на двоих бы он с вами хотел. Но видите, как случилось, не может, не получается, не имеет права. Он не имеет права вас втягивать вот в эту, я не знаю, как это правильно сказать, да, в этот смерч, да, твистер проблем, не имеет права. Хотя у кого-то может отыграться, но тут единично, да, что вы уже участвуете в его жизни. Вы очень много сделали, либо делаете для него. Он безумно вам за это благодарен. Но опять же таки, девочки, вы же за него это все не переделаете. Здесь именно он сам должен вот взять, засучить рукава, эту лопату, вилы, не знаю, там, молот, и вот это все раздолбить. Все эти проблемы свои закончить. Сможет ли он это сделать? Но если вы будете его мотивировать, не за него делать, а мотивировать его, да, он это сделает. Прям сделает, да, не сомневайтесь. Но если, особенно у тех, у кого расстояние, причем, ну, как вы в разных городах, может быть, живете, да, здесь вот ему не друг алкоголь. Честно. Вот, может быть, он вам и говорит, что нет, и что там, никогда не, там, на дух не переношу. Нет, девочки, он это, утешается. Он этим утешается. Он думает, что это его утешает. На самом деле это его еще дальше, туда вниз тянет. Прям самое-самое дно. Уже дальше некуда. Даже дно может пробить у кого-то мужчина. Вот такая ситуация. Здесь, конечно же, печалька. Будет ли он к вам проявляться? Конечно же, будет. Как только порешает, разгребет все свои проблемы, будет. У кого-то даже отыграется так, что мужчина, ну, когда почувствует, да, что ему полегче, что вот какие-то путы у него уже сняты, и вот он понимает, что там без 5 минут до победы он начнет действовать. Причем действовать очень-очень активно. Здесь мужчина прям настроен на вас, как на жену, я уже сказала, да, на семью настроен. Предложение и все вот это вытекающие дела. Конечно, будет немножко комплексовать, что у него, может быть, с деньгами там не фонтан, либо у него какие-то другие проблемки есть. То есть он будет за это комплексовать. Но вы для него это цель номер один в жизни. Цель номер один. Если с вами, не дай бог, что-то там случайно, там, да, это так утрированно говорю, да, приключится, он же жизнь за вас готов отдать. Не раздумывая ни секунды. Вот серьезно, вот вы просто там друг к другу присматриваетесь, да, допустим, вы не общаетесь, просто вот симпатия есть. Вы думаете, что это симпатия, а с его стороны это уже любовь. Реально настоящая крепкая любовь, но человек, запутавшийся в своих проблемах. Я вам совет уже дала. Мне искренне жаль, да, что вот человек где-то, да, оступился, либо поленился. Тут я не хочу в этом ковыряться. Это его, лично его, и пусть его и остается. Но сейчас получается, да, когда ты вовремя не распутываешь и не раскладываешь по полочкам, вот эта вот гора грязного, да, всего собирается, она потом просто может привалить. И тогда уже человек лишается практически всего. И покоя, и сна, и любви, и счастья. Да? Вот как-то так. Вот произошло это с этим мужчиной. Это очень поучительная история. Это история поучительная для других, что не стоит отмахиваться, отнекиваться и откладывать свои проблемы до какого-то там удачного, счастливого часа. Нет, случилась проблема, решай. Случилась какая-то неприятность, займись этим. Не собирай, не складируй это все, чтобы не было вот таких проблем. Если бы он поступал, вот как я сказала, да, все решал соответственно времени, сейчас бы у вас уже были прекрасные отношения, любовь, морковь, кто-то бы уже свадебку сыграл.
Но мужчинка, вот видите, у него такая вот карма, да, кармический урок, он, наверное, проходит свой. Не повезло, да, не случилось. Девочки, ну кто дождется, то дождется. У человека очень серьезные взгляды и планы на вас обязательно и проявится, и придет. Когда? Я не скажу, потому что это индивидуально идет. Здесь вот мужчины очень много проблем. Я не могу сказать, когда он их разрешит. Песок тоже не показывает. Не показывает. Просто говорит, что будет. Этот человек вам будет проявляться. И с этим человеком вас еще будут связывать очень серьезные, крепкие отношения в будущем. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.